В 20 километрах от Черного моря, на правом берегу Днестровского лимана, раскинулся один из древнейших городов мира – Аккерман, что в переводе с турецкого означает «белый город» или «белая крепость». Сейчас это Белгород-Днестровский, Одесской области, Украины. 2 декабря 1896 года в Аккермане в семье зубного врача на свет появился мальчик, будущий известный ученый, литературовед, большой знаток и любитель книги Павел Берков. С раннего детства он был окружен книгами и рос среди людей, любивших книгу и чтение. В семейной библиотеке Берковых можно было найти самые разные издания. Именно в семье было заложено почтительное отношение к книге как источнику знания, вдохновения, удовольствия. Павел Берков закончил местную гимназию, учеба в которой заложила основы знаний, привила интерес к греческому, латинскому, итальянскому языкам, русской литературе, математике, истории, античным древностям. Именно в этот период у Беркова ярко обозначилась исследовательская жилка. Проявились признаки будущего ученого. Он с головой ушел в историю Бессарабии, Аккермана, с упоением читал все, что имело отношение к интересовавшему его предмету. По окончании гимназии Берков поступает на историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе. В 1918 году Бессарабия была оккупирована Румынией. Для продолжения образования Павел Берков был вынужден отправиться в Вену. Там он становится студентом одного из старейших европейских университетов, учится на отделении египтологии и славянской филологии философского факультета. В 1923 году студент Берков успешно защищает дипломную работу, основанную на российском материале. Вена предоставляла большие возможности для реализации научной и педагогической деятельности, но Беркова неудержимо тянуло на родину. Он добился разрешения на приезд в город Петроград, где в течение 5 лет заведовал 48-й советской трудовой школой, преподавал в ней русский язык и литературу. Одновременно с работой в школе Павел Наумович – ассистент Ленинградского педагогического института имени Герцена, сотрудник 2-го разряда, аспирант Института речевой культуры при Ленинградском университете. Именно в этот период он вплотную занялся изучением литературы XVIII века. Вскоре он защищает кандидатскую диссертацию, принимает участие в работе Института книговедения, читает курс лекций по истории книги на высших курсах библиотековедения при публичной библиотеке. Последующее десятилетие было для Беркова таким же плодотворным и насыщенным. Он много и интенсивно работает, удачно совмещая педагогическую и научную деятельность. В 1936 году Берковым была блестяще защищена докторская диссертация, а в 1938 присвоено звание профессора. Однако, при всей кажущейся благополучности, 1930-е годы не были для Павла Наумовича столь безоблачными. Волна репрессий, охватившая всю страну, не обошла стороной и его, авторитетного ученого и педагога. 17 июня 1938 года Берков был арестован. Во время следствия содержался в знаменитой тюрьме в Крестах. Несколько месяцев провел в одиночной камере, но не терял самообладания и, по слухам, даже организовал в камере чтение лекций. В годы Великой Отечественной войны Павел Наумович находился в эвакуации в Киргизии, продолжал научную и преподавательскую деятельность. Именно здесь он всерьез увлекся литературой народов СССР, которая впоследствии стала еще одним предметом его пристального внимания. Берков первым разработал и начал читать вузовский курс по литературе народов СССР. В послевоенный период он продолжил работу в Ленинградском государственном университете. Преподавательскую деятельность Павел Наумович совмещал с работой в Пушкинском доме. Разнообразные научные интересы, колоссальная работоспособность и при этом честность, порядочность, отзывчивость – таков идеальный образ ученого. Павел Наумович Берков в полной мере отвечал всем этим требованиям.
И не случайно он был с лихвой востребован. Многие организации считали за честь сотрудничать с таким известным исследователем. Высокие научные достижения Павла Наумовича были отмечены его избранием в 1960 году членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1967 за работы в области русско-немецких литературных связей членом-корреспондентом Германской академии наук и почетным доктором Берлинского университета имени Гумбольдта. Литературные успехи Беркова явились основанием для принятия его в члены Союза писателей СССР по секции критиков. Неутомимый в своих творческих поисках, Берков создал великое множество ценнейших литературоведческих исследований. Общее число его печатных работ составляет около 700 единиц. Значительное место в исследовательской деятельности ученого занимали археография, палеография, лексикография, текстология, книговедение, библиография. По словам Лихачева, Берков был выдающимся теоретиком библиографии. И за что бы он ни брался, все выходило высокого качества. А во главе всего стояла большая любовь к книге, ко всему тому, что было с ней связано. На протяжении всей своей жизни Павел Наумович оставался верным и преданным почитателем книги, истинным ее ценителем, собирателем и хранителем. Его собственная уникальная библиотека складывалась на протяжении более 40 лет. После смерти ученого, по инициативе бывшего ученика Беркова, почитателя его таланта, известного белорусского литературоведа Юлиана Сергеевича Пширкова, это книжное собрание было приобретено Академией наук БССР и в настоящее время хранится в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси. Когда-то в Венском университете на торжественной церемонии по случаю возведения в степень доктора Павел Берков дал клятву никогда не использовать науку для собственной славы и доходов, честно служить науке, открывать истину и сообщать ее другим людям. Этой клятве он был верен на протяжении всей жизни.